Наконец-то мы добрались до моря. Наконец-то это свершилось. Мы сегодня в Мисхоре будем снимать, как мы готовим рыбу, хамси тава. И мне вот интересно, мы сюда приехали, и вспомнил я, аях слан манджа, балых тутулмай. То есть пока не намочишь ноги, рыбу не поймаешь. Это наш фольклор. Но почему-то думают некоторые, что крымские татары не ели рыбу. Как можно не кушать рыбу, живя на море? Вот уникальные люди есть, но это как бы другая история. А есть еще поговорка классная. Рыбку, когда ловили, это хамсу, ну, ей же не хочется на сковородку. И она якобы припевает, ну, она говорит, рыбка, «Мені тут хан олмасын, ашахан адам тоймасын, асатхан адам пулум хадар пара хазансын». То есть у нее очень мелкая чешуя у этой рыбки. И она говорит, меня кто поймает, пусть не будет таких людей. Кто меня покушает, пусть не наедается никогда. А кто продает, пускай зарабатывает копейки. Просто будет нищий. Эта рыбка так думала. Вот. А сегодня мы для того и приехали, чтобы снимать передачу о рыбе в это прекрасное место. Это место Мисхор. И мы идем снимать в заведении, которое называется Али Баба. У нас там все готово, и мы идем туда. Пахнет морем. Почему мы сегодня здесь? Мы специально сюда приехали. Ахмедчтен Мандагельдик. Для чего? Для того, чтобы вот около моря показать вам, как готовим мы хамси тава. Ну, я уверен, многие знают это. Но, а есть люди, которые, оказывается, не знают. Ну, вот для них. И что нам нужно для того, чтобы приготовить хамси тава? Ну, понятно, это нам нужна рыба. Понятно, что нам нужна тава. Единственное, что нужна тарелочка или какая-то крышка, которая зайдет в сковородку. Это важно. Это я вам покажу почему. Итак, нам для приготовления этого несложного, простого, но очень вкусного ялыбойского блюда нужно, значит, вот такая кукурузная мука крупного помола или крупа мелкого помола. Не знаю, как это правильно называется. Вот. Паприка, соль, черный перец и у меня масло оливковое, но в принципе можно там растительное масло. Ну или кто там на бараньем жире может пожарить. У нас, значит, такое масло. Я заранее приготовил рыбу, чтобы здесь вас не утруждать этим делом. Я ее заранее почистил, помыл. Единственное, что я взял несколько штук, чтобы показать вам, как ее чистить. Для этого мы берем рыбу. Я ее тоже помыл. Для этого мы берем, аккуратно двумя пальцами берем, где жабры кончаются и начинается тело, пережимаем и как бы тянем вниз. И вот так вот она очищается, все, что у нее внутри есть, у нас оказывается в одной руке, а рыба в другой руке. Можно еще, там, для тех, кто не доверяет этому, можно еще рукой очистить, но здесь все чисто. Вот, таким образом, такими нехитрыми, незатейливыми движениями мы очищаем все наши 1,5 килограмма рыбы. Вот. Это несложно, это быстро. На самом деле кажется, что это долго, но это очень быстро. Так, я добавил паприку. Паприка нам нужна для цвета, ну и вообще для вкуса. Паприка же это. А рыба там потом получается такая золотистая. Так, не нравится. Я вот немножко вот эту уберу, нам вода потом будет нужна. Пока она не нужна. Вот эта рыба нам уже не нужна. Я вам уже все показал. Совесть у меня чиста. Так, теперь солим. Ну сколько? Соль, как обычно, на глаз. Потом можно еще присолить сверху черный перец. Я много обычно ложу. Ну, всем нравится. Кому не нравится, тот просто отпадает. А мы стойкие, наслаждаемся вкусом. Так, есть. И смотрите,
важно не забыть, вот мы рыбу почистили, помыли, она не должна быть сильно мокрой, сильно влажной. Поэтому мы хорошенечко воду сцеживаем, потому что нам много воды не надо. Все, у нас есть сковородка. Интересно, что мы сегодня о рыбе говорим, как о каком-то необычном блюде. А ведь раньше люди, которые жили на берегу, это было, частью их жизни. В основном на берегу кто жил, те и занимались рыбой. Ловили ее, продавали ее. И есть такая интересная, кстати, история, история семьи, которая жила в Отузах. Козах. Это Харбабашка и Хартанашка моей жены. Они жили этим, у них были лодки, у них были, наверное, люди занимались рыболовством. На берегу были бочки. И вот они на ночь, интересно, что на ночь выходили в море, фонари вешали на лодки, выплывали, и были такие сети, накидывали. Сегодня ловят этими сетями по всему миру, только мы этого не видим, потому что уже этого всего нету, рыбу ловят сегодня по-другому в Крыму. Вот. А тогда это было так. Кидали сеть, рыба плыла на свет, сеть кидали, вытаскивали. И рассказывают, что от 200 до 500 килограмм сразу можно было поймать рыбы в одну сеть. Это все привязывали, когда поймали. Лодки подходили к берегу и уже ведрами вытаскивали эту рыбу. На берегу стояли бочки. И вот они туда ее, освобождали, эту сеть, в эти бочки. Или солили, или продавали сразу. Раз это у нас 30-е годы, этих людей потом, из-за того, что они были богаты, естественно, назвали кулаками и выслали на Урал. И вот Мурия Хартана, так звали эту женщину, она рассказывает, их когда сослали на Урал, как кулаков, вот последний улов, или один из последних, был настолько богатым, что они эту рыбу продали, и на эти деньги позволили им прожить, не умереть с голоду там, в ссылке. Но потом они вернулись и жили в Феодосии до следующей высылки. Так, короче говоря, самое интересное, вот мы рыбу, смотрите, она уже какая красивая. Теперь мы масло. Чуть-чуть, много не надо. Наша поверхность должна быть покрыта маслом. Берем несколько рыбок сразу и хвостиками к центру. И чтобы красиво было, вот это очень важно, красота в нашем деле. Чтобы было красиво, можно, конечно, сразу укладывать ее хвостиками к центру. Вот. Я ее обычно так делаю. По несколько штук. За хвостики берешь и вот так сначала по 4. Такой крестик у нас получается в круге. Про орнамент не забываем. Вот, чтобы круг был ровный. Хвостиками к центру. Хамси хойдум тавая. Смотрите, обратите внимание, что рыбку мы должны так помыть, приготовить, чтобы она осталась как можно красивее, чтобы не поломать ее. Понятно, что я об этом говорю. Это хозяйки, когда готовят, они всегда соблюдают эти правила. Но так, на всякий случай, я должен сказать, потому что нас же слушают не только маститые хозяйки, но и молодежь тоже, надеюсь. Вот так по кругу аккуратненько добавляем еще. Я делаю так. Ее по-разному можно. Можно всю сразу обвалять в муке. Можно постепенно. Неважно. Главное, чтобы много воды не было. Все, мы вот так слой уложили плотненько. Рыбка к рыбке. Еще самое интересное, что те люди, которые... Вот есть у нас такой исследователь, Гирей Баиров, этнограф его можно назвать. На самом деле он доктор, потомственный доктор, врач. И у него очень много информации есть о нашей культуре. И вот когда
так сложилось, что я начал заниматься кухней. Мы стали искать информацию, и первые имена, кто у нас всплывает в памяти, когда мы говорим о еде, о наших блюдах, о нашей культуре. Ну, понятное дело, что хозяева ресторанов или кто занимается общепитом, да. Но есть же еще такие люди, которые изучают и не сидят дома со своими знаниями, а выкладывают эти знания, и мы имеем возможность их взять. Смотрите, как красиво получилось. Это тоже очень важно. И хочу заметить про вот эту кукурузную муку. Неспроста кукурузная мука, потому что кукурузная мука напротив пшеничной муки, она очень дает, ну, понятно, что хороший вкус, как сама мука, да, свой вкус имеет. Но она еще вот создает такую золотистую корочку и запечатывает эту рыбку у нас снаружи, вот эта корочка. И рыба потом получается в итоге очень сочной и вкусной. Если кто жарил рыбу, знает, что если в муке обваляли, потом, ну, как бы дымит, чадит. Кукурузной муки этого нету. Теперь огонь. Огонь средний. Большой огонь нам не нужен, у нас сковородка не толстая. В Турции у них, если берешь сковородку для хамси тава, она у них тоненькая. Жарится дома, я жарил не больше 5 минут одна сторона. Здесь, на улице, мы сейчас посмотрим. На улице мы сейчас посмотрим. Все зависит. Ну, мы увидим. 4 япса. Все, азер. Эгер япса. Ну, ветер холодный. Море. Поэтому нужно наслаждаться тем, что есть. Так, дело пошло. У нас здесь рыбы на пару сковородок. Еще чуть масла налью по краям. Масла много не надо. Все, процесс пошел. Нужно принимать во внимание, что у нас тут не очень тепло, ветер дует, поэтому я чуть прибавил температуру. Но это нас не смущает, мы все равно сделаем хорошо и красиво, и будет очень вкусно. Вот эту всю рыбу я пока положу сюда, пусть она сейчас свою воду отдаст, мы ее потом тоже пожарим. Еще раз напоминаю, здесь у нас кукурузная мука крупного помола, красный, черный перец, ну, паприка. Для цвета нам нужно, для запаха. Так пахнет вкусно. Смотрите, не больше 5 минут. Сильно жарить не надо, потому что мы должны сохранить... Рыба, да, она должна быть хрустящей, но мы ее не должны сжечь. Эта рыба очень ценилась, ну, 100 лет назад. Это мы говорим о тех временах, когда еще крымские татары жили в благословенной стране, около моря, у себя дома. Ну, мы и сейчас у себя дома живем. Ну, каждый в своем доме, когда на южном берегу жили люди. Для них это была обычная еда. И они вот ее, хамса, когда подходила к берегам, начинался ее сезон, они ее много ловили и на зиму солили. Ну, также на зиму солили обычно, да, хозяйки. И мясо солили. Бочками все солили, все было бочками. Я слышал такая история, что южнобережный ялбойский народ говорил, ну вот, есть такое понятие, как хурбан чалмая, да, в жертву приносится барашек. И якобы южнобережные говорили, слушайте, ну, хамса это тоже очень ценная и вкусная рыба. А нельзя ли вот это делать не барашком, а рыбу приносить в жертву? Ну, я так думаю, что это придумали про ялбойских. Хотя, может быть. Потому что оно очень вкусно. Так, проверяем. Оно так сейчас спечется все в один блин. Масло нам надо вылить. Вот сюда вылью, хватит мне. Благодаря Ильдару Гусенову, это он делает такие красивые вещи, у нас есть куда вылить масло. И вот наша тарелочка пригодилась. Еще раз, хамси тава, значит, была специальная посуда для приготовления этого блюда. Сковородка из тонкого металла сделанная, чтобы быстро все нагревалось. Потому что долго не жарится одна сторона.
и крышка, которая входит вовнутрь. Вот так мы крышкой накрываем. Вот сейчас у нас она уже все подрумянилась, нижняя сторона. Крышкой накрыли, прижали и масло выливаем. Вам видно? Масло вылили. Потом переворачиваем вот так, не боимся. И опять на сковородочку. Ай-яй-яй. Разлил немножко. Немножко разлил. И вот здесь, опа, все. Никто ничего не видел. Теперь масло возвращаем на место. Масло вернули. Вот теперь все совместилось. Запах моря, запах жареной рыбы. Вот так не забываем шевелить ее, чтобы она не прилипла. Вообще хамсу с косточками едят. В принципе, у нее такие мелкие кости и мягкие, что ее ели прямо с костями. И вот считалось, что это очень полезно. Вот эта шкурка, косточки. А сегодня вот сюда мы приехали, значит, здесь работает человек, Ялыбойлю, Корбектен. И он рассказывает, анан, Анасекин брала эту рыбу, прежде чем ее помыла куль ичинде, в зале. Вместе с золой мыла. И потом смывала это все для того, чтобы убрать грязь. Я первый раз это услышал. Вот этот Ялыбойского, если ему хаве правильно приготовить, поставить, он много чего расскажет. А чтобы Ногай много чего рассказал, ему нужно полбарашка пожарить, между прочим. Не забываем, вот так мы проверяем, чтобы не прилипло. Это очень важно. Мы сейчас, когда ее перевернем, она должна быть целенькая. Видите, на самом деле все несложно. Буквально в течение 30 минут можно приготовить очень вкусный, сытный обед. Где мой специально обученный помощник? У нас есть блюдо такое большое, красивое, которое Гусенов Эльдар нам подарил специально для этой передачи. Своими золотыми руками приготовил вот такое красивое блюдо. Вот здесь переворачиваешь, и здесь написано, кто это делал. Вот, сейчас мы им воспользуемся. Вот благодаря нашим мастерам, их золотым рукам, мы сегодня имеем возможность пользоваться нашей традиционной посудой. Эльдар, из-за тебя чуть рыба не сгорела. Накрываем, масло опять сливаем. Я представляю, Эльдар, как будет смеяться в этот момент. Все, масло сливаем. И красивым движением, та-дам, все легко и просто. Еще как вкусно. Так, ну у нас еще есть, поэтому это надо... где мой саан? Вот сегодня саан я не взял. Потому что мы далеко поехали и с собой все не брали же. А вот надо брать. Сейчас вот это в сторону уберу. Вот это куда-нибудь уберу. Вот сюда это мне сейчас не надо. Мы делаем вторую сковородку. Так, это сюда. Манипулируем. Немножко масла. Одна готова. Сейчас мы еще одну сковородочку быстренько сделаем. Так, масло я налил. И потом я расскажу, как это кушается. Покажу вам, с чем это кушается. Так, вот. Порядок укладки, да? Мы сначала ровно к центру хвостиками. Обязательно должно быть красиво. Если некрасиво приготовите, тогда ассоциации возникают разные, другие. Когда красиво, тогда человек заранее готов, он посмотрел, ему понравилось, он уже предвкушает. А когда блюдо некрасивое, взять вот это все, перемешать, представляете? И аппетит пропадет. Так, закончили. Ну, красота, страшная сила. Масло я первый раз налил. И еще добавляем масло. Абсолютно самодостаточное, очень питательное, вкусное блюдо. Вообще гарнир здесь как бы даже и не нужно, чтобы не портить вкус. Нужно насладиться нашим блюдом.
Если мы сейчас начнем сюда добавлять там пюре, рис, еще что-то, ну зачем? Нужно, мы как бы приехали сюда, чтобы почувствовать вкус моря, вкус этой рыбы. Ну, собственно говоря, и дома тоже, когда вы едите эту рыбу, и раньше у нас в семье, когда мать готовила это все, не было ничего лишнего. Рыба, немножко можно, кстати, уксуса, какого-нибудь яблочного такого, лимон, у нас есть лимон, огурчики, помидорчики, зелень и все. То есть мы наслаждаемся рыбой. Вот так берем лимон. Так, есть, лимончиком обработали. Теперь можно попробовать, настал тот волнительный момент. Сейчас ровно через 1,5 минуты мы вот это поднимем. Ой, вообще это едят руками. А так за хвостик ее берешь. Очень нежное получилось мясо. Вот это, между прочим, я был недавно в Турции, а там же каждые 100 метров рыбу продают. Очень красиво, разная рыба. И там, значит, лежит Хараденис, Балы Хараденис, с Черного моря рыба, Богаз, пролив и Ахденис, то есть Средиземное море. И самая дорогая, какая вы думаете? Конечно, черноморская рыба была самая дорогая. Я там в Хамситова когда делал. У них заходишь в магазин, и сразу все для этого блюда продается. От лимона до сковородки. Ну и рыба, соответственно. Можно взять кропчик, за хвостик еще пару рыбок и насладиться результатом нашего труда. Ну, честно, очень вкусно. Мы благодарим вот это заведение, которое называется Али-Баба. Спасибо им за теплый прием. У нас здесь все получилось прекрасно. Рыба наивкуснейшая. Маловато, конечно, на нашу компанию, но я думаю, что все будут довольны. А сегодня мы с вами прощаемся. Чок саголон, что вы нас смотрите. Мы тоже за вами наблюдаем. Что вы пишете, мы все читаем. Но сегодня очень холодно отвечать. Мы ответим в следующий раз, я вам опять это обещаю. Короче, я очень доволен сегодняшним результатом. Сейчас мы насладимся этим блюдом. Ребята уже голодные. Аштат лолсун.